Песнями и танцами украсили вечер уже полюбившиеся молодые музыканты. В исполнении молодежи из разных районов Абхазии прозвучали песни на абхазском, русском и английском языках. Каждого из них объединила музыка и проект «Окно в будущее» для молодых талантов. Целью проекта является выявление творческой молодежи Абхазии и реализация их творческого потенциала. Сандра Гварацхеля рассказывает, что это лучшее, что с ней могло произойти. В проекте она приобрела новых друзей, выступает на большой сцене и продолжает развивать свое творчество. Песню я исполняла «Underneath It All» из сериала «Виолетта». Выбирала сама, просто очень понравился перевод. И сама песня просто. Честно, подготавливалась, можно сказать, сама почти, но благодаря Абзугу я выступила сегодня. Ты первый раз на сцене выступаешь? Нет, не первый. Участников проекта отбирали на творческих смотрах. Им бесплатно предоставлялась возможность создания музыкальных произведений и съемок клипа. Спасибо, что я жив, спасибо за мой путь, дарованный тобой, начертанный тобой, продуманный тобой. Я трачу время зря, прошу, прости меня, прошу, прости меня. За время реализации проекта во всех районах Абхазии было проведено 12 обучающих музыкальных мастер-классов, в которых приняли участие около 200 человек. В Сухуми открылась музыкальная студия. Более 50 музыкантов и вокалистов получили возможность записать свою первую песню. На данный момент выпущено 12 музыкальных клипов. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Мы ездили по районам Абхазии, отбирали талантливую молодежь. На основе их идей, там, может, кто-то текст писал, кто-то писал музыку. Мы старались написать готовые песни, аранжировки, чтобы у участников уже было какое-то музыкальное произведение свое готовое. После этого мы уже снимали им музыкальные видео, музыкальные клипы, которые показывали по телевидению и в социальных сетях. То есть, приходя в этот проект, участник получал возможность получить свою первую песню, музыкальный клип и аудиторию, которая, в принципе, уже знает, так скажем, этого артиста. Для молодых ребят участие в проекте стало первым весомым шагом в музыкальной карьере. В их словах чувствуется волнение, но и радость. Каждый из них предан музыке и готов продолжать свой творческий путь. Хочу выразить слова благодарности организаторам творческого проекта «Окно в будущее» и лично поблагодарить Абзагу Марухба за предоставленную возможность. Я под большим впечатлением жду нового выхода на сцену. Хочу пожелать своим друзьям и всем участникам этого проекта удачи. Отчетный концерт состоял из 2 частей. На сцену также были приглашены участники еще одного проекта «Культурный пилот», который реализуется общественной организацией «Захара» под руководством Тимура Самса. Музыкальная группа, созданная в рамках данной организации, была основана в 1996 году в городе Сухом. В своем творчестве музыканты используют стиль смешения фольклора с современной поп-музыкой. Могу сказать, что можно было бы лучше, выводы сделаны, грубо говоря, будем работать дальше, но не могу сказать, что как-то кто-то себя не очень хорошо проявил. Для меня все они самые лучшие, и после даже этого концерта, после завершения проекта мы будем искать возможности, чтобы и дальше как-то взаимодействовать. Я всегда остаюсь на связи, они мне пишут, я как бы, не прекращаю свою деятельность, наоборот, для меня это тоже первый шаг. Мы познакомились с родительницей одной из участниц. По ее мнению, после долгой паузы из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса, такие культурные мероприятия просто необходимы для общества. Правда, что мы болели за каждого участника, потому что это уже большая семья.
И у моей дочки появились новые друзья, новые знакомства. И я думаю, что мы будем в дальнейшем участвовать еще не в одном проекте. На этом работа Центра культурного развития «Промо-Арт» не завершается. Организация планирует и впредь помогать молодым людям в реализации их творческого потенциала. Аманда Поня, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.